Разрушительные, токсичные и несчастливые отношения важно вовремя распознать и прекратить до того, как ситуация выйдет из-под контроля. Сделать это нужно максимально осторожно. Реакция человека, склонного к манипуляциям и подавлению воли, может быть абсолютно непредсказуемой. Распространенное мнение о том, что жертвами подобных связей становятся исключительно слабые и неуверенные в себе люди, ошибочно. Чаще всего такими они становятся уже после продолжительного морального давления и психологического истощения. От агрессии и преследования со стороны партнера не застрахован никто. Осенью 2023 года всю Италию потрясла история 22-летней студентки Джулии Чекеттин. История, которая запомнилась своей жестокостью, бессмысленностью и трагическим исходом. Джулия долго не решалась разорвать отношения с молодым человеком, опасаясь, что он может причинить вред себе. Однако все случилось иначе. Джулия Чекеттин родилась 5 мая 2001 года в итальянском городке Вигоново, провинция Падуя. Она была вторым ребенком в семье Джино Чекеттина и Моники Камеретто. У Джулии была старшая сестра Хелена и младший брат Давиде. Несмотря на разный характер, Хелена была активной, импульсивной и независимой, а Джулия, напротив, спокойной, скромной и послушной. С самого детства сестер связывали очень теплые и доверительные отношения. Отец Джулии работал инженером на местном предприятии, мать занимала должность в муниципальной администрации. Семья принадлежала к среднему классу, жила в просторном доме и владела несколькими автомобилями. Родители заботились о детях, старались обеспечить им достойное будущее и вкладывались в их образование и развитие. Во время учебы в университете Джулия познакомилась со своим ровесником Филиппо Туретто. Он родился в том же 2001 году, с разницей в несколько месяцев, и вырос в городе Таурелья, также находящемся в провинции Падуя. Филиппо был единственным ребенком в семье Николы и Элизабет Туретто. Его окружали заботой и вниманием. Молодые люди учились на одном факультете и быстро сблизились. Общие занятия, дружеское общение и взаимная помощь стали основой их отношений. Когда у Филиппа возникли сложности с учебой, Джулия помогла ему подготовиться к экзаменам. Вскоре после этого он пригласил ее на свидание. Так начались их романтические отношения. Роман развивался стремительно. В январе 2022 года они стали парой, и для Джулии это были первые серьезные чувства. Она была полностью увлечена Филиппо, верила ему и казалась по-настоящему счастливой. В течение первых месяцев они практически не расставались, всегда были вместе и вызывали у окружающих искреннее восхищение как гармоничная пара. Уже через 2 месяца после начала отношений Филиппо пригласил Джулию домой и познакомил ее с родителями, представив как невесту. Спустя некоторое время она сделала то же самое, привела его в семейный дом и представила своей семье. Их отношения выглядели серьезными и устойчивыми, и никто тогда не мог предположить, чем они в итоге обернутся. Близкие друзья Джулии и Филиппа были уверены, что к окончанию университета пара узаконит отношения. Однако в семье Чекеттин произошло тяжелое событие. У матери Джулии и Моники обнаружили онкологическое заболевание на поздней стадии. Болезнь развивалась стремительно, и все попытки лечения не приносили результатов. Врачи констатировали, что эффективных методов помощи уже не существует. Полгода, последовавшие за этим диагнозом, стали для всей семьи настоящим испытанием. В этот период Филиппо старался быть рядом с Джулией, поддерживал ее морально и помогал ухаживать за больной матерью. Джулия высоко ценила его участие, испытывала к нему глубокую привязанность и благодарность. Несмотря на участие в экспериментальном лечении, в октябре 2022 года Моника скончалась. Ей было всего 51 год. Потеря матери стала сильным эмоциональным ударом для всей семьи. Отец Джулии, Джино, тяжело переживал смерть супруги, находился в крайне подавленном состоянии. Поддержка детей была единственным фактором, удерживающим его от полного эмоционального срыва. Однако, несмотря на все, что Филиппо сделал в трудный период, отношения между ним и Джулией постепенно начали ухудшаться. Они по-прежнему оставались парой, но Джулия все чаще задумывалась о том, чтобы прекратить эти отношения. Ее особенно беспокоило, как донести это решение до Филиппа, не спровоцировав при этом агрессивной реакции с его стороны.
Своими мыслями она делилась только с двумя близкими подругами, которым полностью доверяла. Для них новость о планируемом расставании оказалась неожиданной. Со стороны Джулия и Филиппа выглядели как идеальная пара, не вызывавшая подозрений в наличии каких-либо конфликтов. Однако Джулия ясно дала понять, что продолжать отношения в нынешнем виде она не может, и расставание лишь вопрос времени. Причины такого решения впоследствии стали известны только после трагедии. К этому времени Джулия уже готовилась к защите дипломной работы, однако четко осознавала, что не хочет связывать свою жизнь с медициной, выбранной под давлением родителей специальностью. Без ведома отца она подала документы в Международную школу комиксов в городе Реджино-Эмилия. Когда она все-таки сообщила отцу о своем решении, то сразу подчеркнула, что намерена завершить обучение в университете и получить диплом, как того хотела семья. Но затем, по ее словам, она собиралась продолжить образование в другом направлении – стать иллюстратором. Джина спокойно отнесся к этому. После смерти жены он переосмыслил многое и сказал дочери, что она вправе выбирать свой путь и заниматься тем, что действительно приносит удовлетворение. Однако разговор с Филиппо оказался значительно труднее. Это произошло в августе 2023 года. На тот момент пара встречалась уже более 1,5 лет. Джулия долго подбирала слова, но когда наконец высказалась, Филиппо, как ей показалось, отнесся к этому с пониманием. Он сам предложил сохранить дружеские отношения, учитывая, что они продолжали учиться вместе и неизбежно пересекались в университете. Спустя всего неделю после этого разговора Филиппо предпринял попытку возобновить отношения. Он пригласил Джулию в ресторан, где они раньше бывали вместе, и начал уговаривать ее вернуться, апеллируя к воспоминаниям и общим моментам. Джулия отказалась. Она дала понять, что не хочет возвращаться в прошлое и повторять прежние ошибки. Разговор прошел спокойно, но после него между ними возникло напряжение. С этого момента поведение Филиппа резко изменилось. Он стал ежедневно звонить и писать Джулии. Сначала просил о встрече, выражал любовь, пытался убедить ее, что все можно начать заново. Но вскоре тон сообщений стал меняться. Появились элементы шантажа. Он начал угрожать, что причинит вред себе, если она окончательно разорвет с ним связь. Он хорошо знал ее слабости и целенаправленно давил на чувство вины и сострадания. Под этим давлением Джулия уступила. Она знала о его эмоциональной неустойчивости и всерьез опасалась, что парень способен на саморазрушительные действия. Фактически они снова начали общаться, но отношения были уже совсем иными. Это было вынужденное воссоединение, в котором девушка не чувствовала себя свободной. Она надеялась, что вскоре все закончится. Тем временем сообщения от Филиппа становились все более тревожными. В одном из них он прямо написал, что либо они будут вместе, либо все закончится для них обоих. Это была прямая угроза, но Джулия не обратилась в полицию и не рассказала о произошедшем никому, кроме одной подруги. Так продолжалось почти 2 месяца. В ноябре 2023 года Джулия приняла окончательное решение прекратить это общение. На 16 ноября была запланирована защита ее дипломной работы, а уже в декабре она должна была начать обучение в новой школе. У нее не оставалось времени ни на конфликты, ни на выяснение отношений. После окончательного разрыва Торетто продолжал писать Джулии. Она отвечала все реже, ссылаясь на занятость. Тогда он начал ее преследовать. Он наблюдал за ней, изучал ее перемещения, а вскоре выяснил, что девушка начала общаться с новым знакомым по имени Эрик. Со стороны это выглядело как зарождающиеся романтические отношения. Это стало для Филиппа последней каплей. Он не мог смириться с мыслью, что Джулия может быть с кем-то другим. В его сознании начал формироваться опасный сценарий, который в скором времени приведет в исполнение. В субботу 11 ноября 2023 года Джулия Чекетин почти весь день посвятила работе над дипломным проектом. Примерно в 17:00 она отправила готовый материал научному руководителю по электронной почте. За час до этого с ней связался бывший парень Филиппо Торетто. Он предложил съездить вместе в магазин, чтобы выбрать обувь к церемонии вручения дипломов. Важно отметить, что за неделю до этого Филиппо не проявлял никакой активности, не звонил, не писал и не появлялся рядом. Джулия решила, что он смирился с расставанием и не станет больше ее тревожить. На предложение встретиться она отреагировала спокойно и по-дружески согласилась помочь. Договорились, что он заедет за ней в 18:30. Джулия предупредила отца, что вернется не позже полуночи. На прощание она обняла его. В тот вечер Джина Чекетин видел свою дочь живой в последний раз.
В условленное время к дому подъехал автомобиль Филиппо. Джулия села на переднее пассажирское сиденье, и они отправились в сторону торгового центра. Там их видели вместе в магазинах. Они действительно приобрели обувь, после чего около 9 часов вечера зашли перекусить на фудкорте. Около 22:30 камеры видеонаблюдения зафиксировали, как они возвращаются к машине. Поведение обоих выглядело спокойным, они разговаривали без всякого напряжения. Уже по дороге домой Джулия вела переписку со старшей сестрой, обсуждая бытовые вопросы. Но в 22:45 ее сообщения прекратились, телефон был выключен, ответа на новые сообщения не последовало. Когда Джулия не вернулась домой в назначенное время, родственники сначала решили немного подождать, но уже к часу ночи стало ясно, что случилось что-то серьезное. Девушка никогда не оставалась ночевать вне дома без предупреждения. Попытки дозвониться до нее не дали результата, телефон был вне зоны доступа. Связаться с Филиппо также не удалось. Отец и старшая сестра Джулии обратились в полицию с заявлением о пропаже. Младший брат остался дома на случай, если сестра все же вернется. Несмотря на слабую надежду на то, что у девушки просто сел телефон или произошла непредвиденная задержка, все понимали, ситуация выходит за рамки обычной. Реакция полиции была формальной, стражи порядка не спешили принимать меры. Совершеннолетний человек, по их словам, имеет право самостоятельно распоряжаться своим временем. Кроме того, с момента исчезновения прошло всего несколько часов, а по существующим протоколам розыск взрослого человека начинается не раньше, чем через сутки. Тем временем, примерно за 4 часа до визита семьи в участок, в полицию уже поступил тревожный сигнал. Тогда этот эпизод не связали с исчезновением Джулии, но впоследствии стало ясно, между этими событиями прямая связь. Вечером 11 ноября около 23:00 в полицию позвонил мужчина по имени Марко Мусмеи. Он сообщил, что стал свидетелем насильственного инцидента во дворе своего дома. По его словам, он вышел на балкон покурить и услышал крики с ближайшей автостоянки, которая находилась напротив его дома. Марко увидел, как из припаркованного автомобиля выбежала испуганная девушка, которая звала на помощь. За ней выбежал мужчина, догнал ее, нанес несколько ударов и насильно затащил обратно в машину, усадив на заднее сиденье. После этого автомобиль резко уехал. Марко не смог разглядеть номерной знак из-за темноты и расстояния, но запомнил, что это была темная машина, внешне напоминающая Fiat Punto. Он сразу же сообщил о происшествии в полицию, однако его рассказ не вызвал серьезной реакции. Сотрудники решили, что представленных данных недостаточно и не стали направлять патруль на место. Тогда Марко решил пойти в участок лично. В отделении он столкнулся с Джино Чекитином, отцом пропавшей Джулии. В разговоре выяснилось, что они живут рядом, дома расположены буквально в 50 метрах друг от друга. Сцену, которую описал Марко, произошла как раз напротив его дома, на стоянке через дорогу. По описанию свидетеля стало ясно, что речь может идти об автомобиле Филиппо Торетто. Именно он в тот вечер заезжал за Джулией на своем черном Fiat Punto, на котором они вместе поехали в торговый центр. Полицейским удалось связаться с родителями Филиппо, Элизабет и Николой. Они тоже не могли найти сына и обзванивали его знакомых в попытках выяснить, где он находится. Однако никакой полезной информации сообщить не смогли. После получения информации от очевидца, полиция незамедлительно приехала на ту самую парковку, где, по всей вероятности, произошло нападение. Однако надежды на наличие видеозаписей с камер наблюдения не оправдались. Оборудование на этом участке отсутствовало. Следователи могли ориентироваться лишь на показания свидетеля, а также на улики, найденные на месте происшествия. На асфальте обнаружили крупный нож с поврежденным лезвием, оно было сломано почти у самой рукоятки. Также на земле находились несколько пятен бурого цвета. Количество крови было небольшим, что давало основание предполагать. Пострадавшая получила травмы, но, возможно, была еще жива. Экспертиза установила, что отпечатки пальцев на рукояти принадлежали Филиппо Торетто, а кровь – Джулии Чекитин. Судя по характеру поломки ножа и следам на поверхности, можно было заключить, что в момент удара лезвие попало не в тело, а в асфальт, в результате чего сломалось. Это подтверждало предположение о неудачной попытке нанести удар. У следствия сохранялась надежда, что девушку еще можно найти живой.
Оба телефона Джулии и Филиппа были вне зоны доступа. Последние сигналы устройств зафиксированы на той же парковке, где произошел инцидент. В этих условиях было открыто уголовное производство по подозрению в нападении и похищении. Основным фигурантом дела стал Филиппо Торетто. Его родители отказывались верить, что сын мог причинить вред девушке, с которой так долго был в отношениях. Следующим шагом стало восстановление маршрута движения автомобиля подозреваемого на основе записей дорожных камер. Этот процесс занял некоторое время, так как изначально направление его передвижения было неизвестно. Установлено, что ночью автомобиль двигался в сторону озера в провинции Порденоне. На следующий день он был зафиксирован в разных регионах. 12 ноября один из заправочных комплексов на границе с Австрией зафиксировал платеж. Молодой человек расплатился купюрой в 20 евро, на которой были заметны пятна, напоминающие следы засохшей крови. Позднее установили, что этим человеком был Филиппо Торетто. 18 ноября в районе озера Барчис во овраге недалеко от берега местные жители обнаружили тело. Оно было спрятано под крупным камнем и прикрыто несколькими черными пластиковыми мешками. Судмедэксперты установили, что это Джулия Чикетин. Обследование показало наличие множественных следов насилия, более 70 ножевых ранений, признаки тяжелой черепно-мозговой травмы, следы связывания на запястьях. Также на лице были обнаружены остатки клейкой ленты, которые, вероятно, заклеивали рот. Характер травм указывал на крайне жестокое, преднамеренное преступление с личным мотивом. Филиппо Торетто был задержан 19 ноября на территории Германии, почти в 1000 километров от места преступления. Его экстрадировали в Италию. К этому моменту дело приобрело широкий общественный резонанс. На первом же допросе Филиппо признал, что именно он напал на Джулию и причинил ей смертельные травмы. При этом он утверждал, что действовал в состоянии аффекта, якобы не осознавал своих действий и не помнит всех деталей произошедшего. По его словам, они провели вместе день, гуляли по торговому центру, потом вернулись в район дома Джулии. Там он подарил ей игрушку и предложил возобновить отношения. Джулия, как утверждает Филиппо, отказалась и от подарка, и от общения, а также начала, по его словам, кричать. Это вызвало у него приступ ярости. Филиппо заявил, что схватил нож и ударил девушку в плечо, после чего попытался нанести еще один удар, но промахнулся и нож сломался. Затем он посадил ее в машину, связал руки, заклеил рот скотчем и уехал. Четкой цели в этот момент у него не было. Позже, остановившись в промышленной зоне, он якобы вновь подвергся вспышке агрессии. По его словам, Джулия попыталась выбраться из машины, и он догнал ее с другим ножом и нанес несколько ударов, пока она не перестала двигаться. Когда следователи спросили, сколько именно ударов он нанес, Филиппо ответил – около 5 или 7. Однако судебно-медицинская экспертиза зафиксировала более 70 колото-резаных ранений. Кроме того, версия о спонтанном преступлении не согласовывалась с тем фактом, что он заранее взял с собой 2 ножа, веревку, скотч и пакеты. Эти данные указывали на подготовленный и умышленный характер преступления. Филиппо Торетто на допросах утверждал, что намеревался свести счеты жизни, чтобы воссоединиться с Джулией. В подтверждение своих слов он демонстрировал неглубокие порезы на запястьях. Однако довести задуманное до конца он не решился. Жизнь другого человека отнять оказалось проще, чем свою собственную. Хотя все улики указывали на виновность Филиппо, защита, нанятая его родителями, выстроила линию на том, что преступление было совершено в состоянии аффекта. Адвокаты ссылались на эмоциональную нестабильность обвиняемого и частичную амнезию. С юридической точки зрения это могло повлиять на исход дела, вплоть до переквалификации статьи и направления на принудительное лечение вместо заключения. В этой ситуации отец Джулии принял решение обнародовать личные дневниковые записи дочери. Он передал их следствию и опубликовал в открытом доступе, чтобы общество узнало о реальных обстоятельствах их отношений. Из записей становилось ясно, что Филиппо не просто был нестабильным молодым человеком, а систематически оказывал давление на Джулию. Он контролировал ее действия, проверял переписки и страницы в социальных сетях, ограничивал общение с друзьями, настаивал на подчинении и навязывал свое присутствие в ее жизни. Девушка поначалу воспринимала это как проявление любви, но со временем поняла, что оказалась в зависимых и токсичных отношениях.
Одним из эпизодов, который оказал на нее сильное воздействие, стала ссора накануне дня рождения ее сестры Хелены. Праздник планировался в узком семейном кругу, поскольку семья продолжала переживать утрату матери. Однако Филиппо выразил недовольство тем, что его не пригласили. Он заявил, что считает себя частью семьи и вправе присутствовать. Джулия воспринимала его реакцию как попытку давления и окончательно приняла решение о расставании. Именно после этой ссоры Джулия по-другому взглянула на их с Филиппом отношения и решила расстаться с ним, но тот стал изводить ее шантажом и угрозами свести счеты с жизнью, если она уйдет. Девушка жалела его, но ее доброта привела к трагедии. Судебный процесс над преступником начался в сентябре 2024 года. Его обвиняли в преследовании, похищении, убийстве с особой жестокостью, побеге и попытке скрыть следы преступления. К тому моменту всплыли новые улики, доказывающие предумышленность действий Филиппа. Оказалось, что парень начал планировать преступление примерно за неделю до трагедии и тщательно изучал пригород в поисках мест, где бы он мог расправиться над девушкой, а после спрятать тело. Об этом говорили его поисковые запросы в истории браузера. В его машине при обыске нашли бумажную карту местности и сразу не поняли, зачем ему это. Но позднее стало ясно, что парень не хотел оставлять след, пользуясь навигатором. Он предусмотрел все мелочи, но не решил, что ему делать после убийства. Возможно, Торетто действительно собирался свести счеты с жизнью, но в эту версию слабо верилось. Никаких сомнений в том, что Филиппо действовал расчетливо, а убийство было намеренным, не оставалось. Сам он к этому времени смирился со своей судьбой, перестал настаивать на состоянии аффекта и не стал ссылаться на психическое расстройство, подтвердив, что действовал предумышленно. 3 декабря 2024 года Торетто был признан виновным по всем пунктам обвинения. Его приговорили к пожизненному лишению свободы, а также обязали выплатить более $500 000 евро семье убитой девушки в качестве моральной компенсации. В своем последнем слове Филиппо заявил, что не будет оспаривать решение суда и подавать апелляционные жалобы, потому как считает вынесенный ему приговор справедливым. Спасибо за просмотр. Если вам понравилась моя работа, подписывайтесь на канал. А также рекомендую посмотреть и другие, не менее шокирующие истории. Кликайте прямо сейчас. До скорых встреч!